Есть на севере России место, куда не ездят ни поезда, ни такси на Бабакар не закажешь. Туда 3 раза в неделю лишь летает вертолет. Речь идет о Ижемском районе в республике Коми. Недавно я побывал в аэропорту села Ижма. Откровенно, здание желает улучшения. Отопления нет, света нет, внутри лишь прятаться от мошкары, которой зимой тоже нет. Чинов Генрих. 526. Сколько вес? Вес 17,5. 17. 902 рубля. Так. Билет у меня в руках. Коми Авиатранс написано. Открываем. Внутри перевозка багажа пассажиров. Бабушкиным там. И тут сумма. И сколько у меня вес багажа. Вот так аэропорт выглядит. Вид как в советские времена. Все осталось так же. Время тут остановилось. О, пассажиры приезжают. На несколько дней в селе распутится, поэтому вот затариваемся продуктами, потому что не привозят туда сейчас. Вот так-то. Балок такой есть тут, работает, его греют, там можно вещи будет оставить. Рейс задерживается на час. Внутри потом тепло станет, да? А? Сколько киловатт катает? Ну, обогреватели по 700 где-то на каждую комнату вытягивает. Здесь еще рацию подключаю, но уже... Домик на колесах, зашли, вроде бы тут теплей. Сейчас согреется, и можно оставить вещи. Можно попить чай. Да, и чай можно пить. Можно кофе, Конечно, чай. очень большой. Чайник походный, но О, хватает. тепло. На двоих, Нам троих. с вами на немножко клин. Вода замерзла. Вода замерзла. Чуть-чуть. Осталось. Тут еще выключатель. Свет горит. Стена, 2 комнаты. Домик на колесах. Прикольно. Колис куим час. Лебелокте. Вот так-то наконец-то дождались вертолета. Затарились продуктами. Идем. Тут немножко подмело тут. Ребята, мы загрузились. Смотри, сколько вещей. Вертолет взлетает. Мы взлетели над Коми-Пармой, а мне вспомнились стихи коми-писателя Виктора Алексеевича Савина. «Меным тъца коми-море, помтем дортем пашкадвър, кыпыт горен удже коре, сие овангажван шър. Меным тъца коми-море, помтем дортем пашкадвър, зев пъгажа югъд море, зев помича кодыр лънь. Мне знакомо Коми-море, без конца и края лес. Поит, кормит наше море. Приходи, работай здесь. Мне знакомо Коми-море, без конца и края лес. А вот и мы пролетаем над главной виновницей того, что я лечу домой на вертолете. Это река Печора. Сейчас на ней плывет шуга. На лодке не поедешь. Зимник тоже не открыт. Единственный выход — добираться до села по воздуху. А вот мое родное село Брыкованск. Тут аэропорт поменьше, но зато теплей. Вот как-то так. Заплатил 902 рубля за полет на вертолете. 30 минут потерпел и уже дома. Благодарю за просмотр. Искренне надеюсь на вашу подписку, лайк и комментарий. Бомбим!